Мен атым Кирилл Голиков. Мен жібер кемері бар. Истағытта ұжа қасты күні маның тығыр. Kim bari? Kimi? Kim bari? Спасательный отряд в лице Менчеле-Дубина требует. Ана харттың мен көріп бәй тоқпа бұтын. Ағылар мәнна. Бәй, көр, бәй тоқпа бұтын ұстырым. Тоқпай. Тұлар қалдыра ұстырым. Көрі, көрі бұл көрдің да? Kimi? Kim bari? Күтті! Хабардоға, пани Галина. Хабардоға көрмелей. Это обязательно, да? Соседтер бітті. Да, соседтер бұтаға асыры төртке қантақ туғын аттырайын. Қайбы чағына. Бұл камерның туға тапылық бітті. Давай лучше обратимся к специалистам. Меня зовут Раймонд Блю. Я специалист по расследованию паранормальных явлений. Реймонд, я закрыл очередной успешный заказ по поимке призрака. А ты как, снова бездельничаешь там? Я знал, что меня отправят работать в Россию. Поэтому я начал изучать русский язык еще до момента своего назначения. Но я думал, что я попаду в Москву или Санкт-Петербург. Но я никак не ожидал, что буду работать в Якутске. Но мы специалисты широкого профиля, готовы в жизни к всевозможным ситуациям. Поэтому у меня не было каких-то проблем. У меня не было каких-то проблем с адаптацией. Помогите! Наш штаб уже функционирует практически 2 недели, и адаптация прошла прекрасно. Единственное, меня ждал необычный сюрприз. Я не знал, что у местных такой сложный язык. Но хорошо, что у меня есть Туйгуна. Я думал, что будет очень много желающих, которые захотят со мной работать. Потому что здесь, в Якутске, очень много паранормального. Прям по-настоящему сверхъестественного. Но почему-то местные не верят во все это. Да. Но, несмотря на это, наш штаб готов, и мы готовы работать по полной. А вот это моя гордость. Моя чайная коллекция. Меня зовут Народова Туйгуна. Работаю у Раймонда не так давно. Верю ли я в паранормальное? Нет. Мне просто нужны деньги, а тут хорошо платят, и я, собственно, и осталась. На самом деле нас 3, но он немного задерживается. Доброе утро. Иннокентий Романович, был ли хоть один день за это время, когда вы не опоздали на работу? Скажите мне, какая у вас причина на этот раз? Пробки, сэр. Пробки. Точно обязательно, а? Знаете, я здесь единственный, кто работает. У этих двоих как такого работы нет.
И вообще, весь штаб держится только на мне. По-моему, ты не совсем понимаешь, чем мы занимаемся, my friend. Мы помогаем людям, которые столкнулись с паранормальной активностью. Друг мой, давай я лучше поработаю, а то телефон разрывается. Бери трубку. One moment. Здравствуйте, вы дозвонились до специализированной организации по отлову и содержанию паранормальных объектов. Меня зовут Иннокентий, чем могу помочь? Мы посмотрели ваше видео и зададим вам несколько вопросов. Хорошо. Как давно вы заметили необычную активность у себя дома? Я снял эту квартиру неделю назад, и каждый вечер я слышу странные звуки. А вы же не верите в эту паранормальщину на самом деле, так? Это, скорее всего, соседи. Так, Кирилл, а насколько шумят ваши соседи? Нет, я их даже не слышу. Я уверен, что эти звуки исходят из моей квартиры, не соседей. Предпринимали ли вы какие-нибудь действия, чтобы связаться с этим? Нет. Хорошо, я вас понял, но теперь нам надо выяснить, с какой сущностью мы имеем дело. А для этого нам понадобится наше лучшее специализированное оборудование для отлова сверхъестественного. Гост, ты здесь? Ты нас слышишь? Может, лучше попробовать по-русски. Думаешь, in English? Или по-якутски. Истанами! Гост? Это я, Раймонд. Дай нам свой ответ, здесь ты или нет. А мы когда покушаем? Ребята, дайте нам сосредоточиться. Это очень сложный и тонкий процесс по работе со сверхъестественным. Соберись, Тойгуна. Думай о призраке. Призрак, мы призываем тебя. Ответь нам. Ау. Простите. Вот ваше неверие на самом деле его и отпугивает. Может, он кушает? Почему вы все время говорите о еде? Вы можете о ней хотя бы 5 минут не думать. Хорошо. Но я хочу покушать. Ну, идите и покушайте. Мы можем вполне справиться с этим без свидетелей. Продолжаем. Гост. Мы призываем тебя в эту. Я думаю, с этим мы закончили. Тойгуна, доставай нашу аппаратуру, и нам пора как-то взяться за дело более серьезно. Доска здесь не поможет. Я видел на видео какие-то странные вещи у тебя в шкафу. Что это было? Да, совсем непонятно было. Это вещи, которые я коллекционировал для подобного случая. Jesus Christ. Кем бы ты не был, give us a sign. Остендите! Маннабар болыха бәйгән көтер. Попробуйте на якутском. Маннабар Баха Бехин
Коридор. Открыть? Да, открой. А зачем тебе столько лапши? Ну, на черный день. Окей. Итак, мы выяснили, что это не злой дух и не привидение. Тогда кто же это? А может быть, это полтергейст? No, полтергейст – это эмоциональное проявление чувств человека. Скажите, вы что-нибудь чувствуете сейчас? Голод. No, я в том плане ваше эмоциональное состояние. Вы чувствуете гнев или как-то ощущаете себя по-другому? У меня вопрос. А когда мы покушаем? Я понял. Кирилл испытывает мало эмоций для того, чтобы полтергейст проявил себя. А может быть, это серия микроземлетрясений? What? Ладно, такого не бывает в Якутске. А может, это барабашка? Барабанщик? You can't be serious? Нет, не барабанчик, а барабашка. Барабашка – это тот дух, который обитает в квартирах и проказничает временами. И так как ваши приборы не показали ничего, то это приводит к барабашке. А вот это интересно. Я про это никогда не слышал. Очень хорошо. Я совсем забыла про существование Ты же барабашки. не думаешь, что тебя беспокоит маленький бородатый мужчина, так? А может, барабашка просто проголодался и стоит его покормить? Не, меня бы хоть кто покормил, я сам не кушал с утра. Попробуй его угостить лапшой. Ну да, хорошо, я попробую. Well. The case is closed. О, это вы с отцом? Вы очень похожи. Это вообще-то моя мама. О, sorry. Я просто до сих пор не очень хорошо знаю русский язык. Но ведь мама точно так же произносится на английском, разве нет? Нам пора собираться. Тогда до свидания. Может мне вас проводить? Раймонд, ваша версия с барабашкой вполне реальная. И когда я ее накормил лапшой, все мои ужасы в квартире закончились. Ну что же, кто бы мог подумать, что еще есть такие люди, как вы, которые настолько глубоко изучают сверхъестественное. Я впечатлен твоими познаниями, Кирилл Голиков. Спасибо. Поэтому я предлагаю тебе вступить в нашу организацию. Я? Серьезно? Ну, конечно, серьезно. Нам нужны такие люди, как вы. И к тому же лишняя пара рук никогда не помешает. Итак, вы согласны? Надо обдумать, это хорошее предложение. Да, я согласен. Ну что, тогда я вас поздравляю. Отныне вы в нашей команде. Еще можно захватить с собой друга? Нет, я бы не хотел. Что он умеет? Он умеет все, он блогер. Он делает крутые видосы, и он может продвинуть вас в Инстаграме. В Инстаграме. К тому же еще у него есть тачка. Тачка? Ну, car. Машина. Машина. Да. Лишние 4 колеса, как говорится, нам никогда не помешают. Мичель Бахалста, бач шанс подыр абағалар доғылар көрі құмарамты. Білей. Бәдім, қандай қықтарың өтті? Тоғы, әйіға влогкар материал әлбәқ боларден токудары ян контент. Че Бахалста? Ча, көрек бұд. Білғанда? Көрек бұд. Да. Спасибо. Если что, он согласен. Я видеоблогер, так что у меня тут не так много времени будет. И, ну, все-таки Он съемки, согласен. монтаж. И да, я согласен. Excellent.
Thank you. Прошу за мной. Это Туйгуна. Вы с ней уже почти знакомы. Туйгуна, позволь представить тебе наших новых членов команды. Да, я рада. Очень приятно. Меня Голиков. Кирилл. А это наш самый трудолюбивый сотрудник Иннокентий. Извините, ребята, не могли ли вы... Я сейчас просто очень сильно занят. Прошу вас. Окей. Дорогой мин Тим Реймонд. Здорово. Здорово. А ты смотрела фильм «Полтергейст» 82 года? Там история такая же, но не хватает клоуна. Нет, к сожалению, я не смотрю ужастики. Да? Ну это классика. Я тебе рекомендую посмотреть. Тим? Иннокентий, а вы смотрели этот фильм? Хорошо. Не, моя жизнь рядом с вами и так похожа на фильм ужасов. Иннокентий, сядьте, пожалуйста, на стол. Стул. Спасибо, конечно, но я предпочитаю стул. Sorry. Я хочу сказать, что очень рад новым членам команды. По-моему, мы очень хорошо отработали первое дело, и поэтому я уверен, что мы сработаемся. Надеюсь, что следующее дело будет еще лучше. Телефон? Добрый вечер. Вы дозвонились до специализированной организации по отлову и содержанию паранормальных объектов. Меня зовут Иннокентий. Чем могу помочь? Да, конечно. Мгм. У нас новое дело. Выезжаем! Привет, зритель! Меня зовут Мичель Дубин, и я готовлю для вас сенсационное разоблачение